10 лет назад Абхазия приняла амбициозную стратегию социально-экономического развития 2025. Сегодня, когда срок ее действия подходит к концу, эксперты отмечают, значительная часть поставленных целей осталась нереализованной. Почему так произошло и как перейти от цикла точечных проектов к социальному планированию? Эти вопросы обсуждали участники круглого стола в Центре социально-экономических исследований. Осознание важности и необходимости внутреннего, то есть социального самоопределения, повторяю, нет еще в нашем обществе, даже в его элитных кругах. Предпочитая заниматься инициативной тематикой, представители научного сообщества стараются абстрагироваться от текущих в обществе реалий и отдавать их на откуп политическим кругам, которым в наших условиях не до науки. Правда, политически мы самоопределились, как выше отмечалось, но это, как показывает практика, оказалось недостаточно. По существу политика – это инструмент социального самоопределения общества. Между тем мы до сих пор не знаем, в каком обществе живем и какое общество собираемся строить. Социально ориентированное, как в советское время, или же ориентированное на капитализацию жизни. На эти вопросы нет у нас пока ответа. По мнению авторов программы, республика столкнулась с новыми вызовами – демографическим, экономическим, культурным, а общество с кризисом самоидентификации. Согласно опросам, проведенным на этапе подготовки стратегии еще в 2014 году, 62% граждан оценивали экономику как неудовлетворительную, а треть населения называла главной проблемой коррупцию. Эксперты уверены, решения должны быть комплексными. Был также проведен далее на втором этапе анализ социально-экономического потенциала республики, который выявил тоже неоднозначные, сложные, противоречивые процессы, происходящие в нашей стране. Были разработаны сценарии инерционные и оптимальные для реализации стратегии. Конечно же, статистический анализ на определенном этапе подтвердил инерционность развития, но сегодня, опять же, чуть забегая вперед, конечно, мы должны отметить, что очень многие позиции, положения стратегии реализованы, пусть даже точечно, пусть даже инерционно, но тем не менее. На сегодняшний день, конечно, все еще существуют системные проблемы, требующие комплексного подхода. И разработка стратегических документов в будущем, на наш взгляд, в том числе государственной программы, определяющей конкретные цели, сроки, объемы финансирования ответственных исполнителей, послужила бы ориентиром в рамках деятельности органов государственной власти и управления и позволила бы избежать бессистемного государственного финансирования отдельных сфер национальной экономики. Звучали и предложения по институциональным реформам. Особое внимание участники уделили демографическому кризису. Коэффициент рождаемости снизился на 30%. В 2023 году в республике родилось лишь 890 детей. Это антирекорд в новейшей истории Абхазии. Эти вызовы должны быть отражены в новой программе развития, убеждены участники обсуждения. Нисходящая динамика численности населения при суженном естественном воспроизводстве приводит к неминуемому снижению физической плотности населения страны, что предопределяет угрозы демографической безопасности. Среди подобных угроз особую значимость приобретает демографическая экспансия, в частности, предполагающая существенную трансформацию этнической структуры страны при заполнении неосвоенных территорий Абхазии мигрантами из других стран. Институционализация демографического суверенитета Абхазии требует создания органа, который бы организовывал и координировал государственную антикризисную политику в демографической сфере. Глава данного ведомства одновременно должен быть наделен полномочиями вице-премьера, курирующего весь социальный блок и несущего персональную ответственность за проектирование профильного законодательства, подготовку необходимых нормативных документов и правовых актов, разработку направлений государственной, демографической и миграционной политики, непосредственную реализацию, координацию и контроль деятельности государственных органов по реализации государственной, демографической и миграционной политики.
Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Батал Каца отметил успехи в медицине, включая запуск программы ЭКО совместно с Комитетом по репатриации. Однако он подчеркнул острую нехватку узких специалистов и необходимость централизации системы здравоохранения. Что касается специалистов, здесь мы пока еще, конечно, испытываем большой дефицит узкопрофильных специалистов. Но, тем не менее, рассчитываем на то, что те студенты, аспиранты, которые учатся в данный момент, а их более 80 человек, которых оплачивает Министерство здравоохранения, надеемся на то, что они приедут и определенные ниши заполнят в том числе. Действительно, централизацию системы здравоохранения, учитывая нашу площадь страны, учитывая количество населения, и нужно реально сконцентрировать все усилия для того, чтобы в одном месте оказывалась высокотехнологичная помощь, а минимум какой-то находился необходимый на периферии. Экономическая ситуация также далека от стабильной. Теневая экономика, мифы об эффективной социальной модели – все это проблемы, которые требуют немедленного решения, считает экономист Хатуна Шатипа. Управленцы высшего звена, пользуясь отсутствием нормативных актов об оценке эффективности их деятельности и закона о государственной службе, начали апеллировать ошибочными, на мой взгляд, иногда мифическими тезисами о достижениях эффективности. Таким первым тезисом является: в Абхазии выработана эффективная, социально ориентированная рыночная модель. Рассмотрим это на примере реализации стратегии. Экономические показатели, ВВП, экспорт, импорт, розничный товарооборот, они приближаются к оптимальному. Некоторые даже превысили, например, объем промышленной продукции и собственные доходы. Но совсем противоположная картина, как вы видите, по социально-демографическим показателям. Там показатели некоторые ниже даже, чем инерционный прогноз. Это численность населения, численность занятых в экономике меньше, чем инерционные, на 14 тысяч человек. Заработная плата меньше, чем оптимальные прогнозы, на 5 тысяч рублей. Но если к этому еще и добавим, что абхазская пенсия составляет всего 4 тысячи рублей, то такие данные однозначно противоречат тезису социально ориентированной модели. Это во-первых. А во-вторых, эта модель не отвечает и даже не генерирует основные вопросы, что, как и для кого производить. Тем не менее, отмечались и позитивные тенденции. Вступивший в этом году в силу закон о стратегическом планировании дает шанс скорректировать курс и перейти к программно-целевому управлению. Согласно положениям этого закона, стратегическое планирование представляет собой деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития республики и ее районов посредством обеспечения национальной безопасности. Что позволяет нам стратегическое планирование в госуправлении? Оно позволит использовать конкурентные преимущества территории, выявить потенциальные точки роста, развитие которых приведет к положительным результатам, а также направить имеющиеся ресурсы на наиболее приоритетные направления развития. Участники круглого стола обсудили и вопросы правовой гармонизации с Российской Федерацией. По мнению правозащитников, процесс идет, но требует более системного подхода и создания единой правовой платформы. Ключевым элементом юридической стратегии Абхазии становится тесная кооперация с российским правовым пространством. И следующие направления становятся первоочередными. Это дальнейшая разработка нормативной базы, обеспечивающей социальную справедливость и устойчивость правовой системы. Постоянное обновление методов и инструментов правотворчества и правоприменения. Совершенствование гражданского оборота и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса. Именно интеграция и гармонизированное развитие позволяет укрепить национальную экономику и поднять качество жизни граждан.
На сегодняшний день процесс гармонизации законодательства Абхазии с Российской Федерацией достиг значительных успехов и сделан важный шаг на пути построения современной правовой системы, отвечающей потребностям общества и государства. Перед руководством республики стоит задача продолжить начатые преобразования и закрепить достигнутые успехи. Организаторы подчеркнули, ключевая задача круглого стола – напомнить о важности стратегического подхода. И главное, стратегии не должны оставаться на бумаге. Они должны стать инструментом реальных перемен в экономике, социальной политике, демографии. Заур Кварча, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.